Что касается теперь искреннего отношения к уляма, это тоже имамы мусульман. На самом деле это очень важный вопрос. И важные имамы мусульман. Из главных имамов мусульман это кто? Уляма. Главным имамом мусульман относится уляма. В чем заключается насиха? Искреннее отношение в отношении уляма. Наше искреннее отношение к уляма заключается, во-первых, в том, что мы должны рассказывать об их достоинствах и об их заслугах. Дальше мы должны защищать уляма, честь уляма. Мы должны воздерживаться от обсуждения их недостатков и распространения разговоров о недостатках уляма или каких-то проступках уляма. Далее мы должны стремиться к чему? К тому, чтобы алим, помочь алиму увидеть правду. Хорошо? То есть, насколько мы можем, мы должны стремиться к тому, что если, например, мы видим, что, может быть, алим ошибается в каком-то вопросе, мы должны постараться искренне, без оповещения, что сделать? Постараться указать ему, со всем уважением, конечно, на какую-то ошибку его, то есть направить его к чему? К истине в каком-то вопросе, к правильному решению в каком-то вопросе. Мы должны вообще в сердцах желать, чтобы ученый, он был прав, чтобы он увидел истину, чтобы он не ошибся. Потому что многие, они не имеют этой искренности. Наоборот, если ученые ошибаются, радуются. Нет, ты должен в сердце хотеть, чтобы ученый не ошибся, чтобы он увидел и понял вопрос так, как он есть, и дал правильное какое-то заключение. В сердце такое у тебя должно быть стремление и помогать алиму, насколько ты можешь увидеть правду и вынести какое-то правильное заключение. Да, разъяснять ошибку ученому, но разъяснять как? Как? В почтительной форме, так, чтобы не задевать его чести, так, чтобы не умалить достоинство алима, не уронить достоинство алима. Потому что если уляма, ученым, указываешь ты на их ошибку каким-то таким образом, который понижает их степень в глазах людей или роняет их достоинство, это очень опасно. Это вред для всего ислама. Это вред для всех мусульман, для уммы. Почему? Потому что если умма видит такое непочтительное отношение к ученым, если умма видит, как кто-то без почтения, указывая на их ошибку, пытается уронить их достоинство, потом в глазах людей уважение к уляма, и кто такие уляма, и уровень уляма падает. Потом они перестают следовать за уляма. А если они перестают следовать за уляма, то они потом следуют за кем? За джухаля, за невеждами, и потом это приводит к гибели и к катастрофе. И уляма между собой, и туля валейну в том числе, если хотят указать друг другу на какую-то ошибку и направить друг друга, то они должны делать это также с уважением. А не так, что они начинают порочить друг друга, начинают обзывать друг друга, вешать ярлыки друг на друга. Тем самым что происходит? Тем самым в глазах людей достоинство людей знания падает. Они говорят, надо посмотреть, они сами не знают, где правильно. Один одно говорит, другой его называет заблудшим, этот его называет заблудшим, ругают, порочат друг друга. Поэтому уляма должны, и туля валейн, должны уважать друг друга. Если уважают друг друга, хорошо, уважают друг друга, тогда что? Тогда должны указывать тайно на ошибки друг друга. Если ошибся, например, кто-то из уляма, то другой алим указывает тайно ему на его ошибку, а людям говорит, что людям указывает на правильное мнение. То есть явно и громогласно что делает? Указывает на правильное мнение, как правильно. Что касается алима, который произнес ошибочное мнение, то ему тайно указывает на его ошибку. И пытается исправить его, насколько это возможно. Это вот из насиха к уляма. Искреннее отношение к ученым этой уммы.